Всем привет, друзья! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем! Очередное включение, пускай редкое, но включение с нашего участка, с нашей деревни Боровск, села Нившеры, Карткровского района, Республики Коми. Всем привет! Немножко решил заснять такую зарисовку, что у нас есть, какие дела. Маша начала убирать лук, собирает. Маша, всем приветы! Всем привет! Мария Олеговна собирает зеленый лук. Он сверху уже что-то пожелтел совсем. Короче говоря, уборка лука. Лук в этом году сестра-то убрала, не знаю у нас как. Не крупный и очень много червивого лука. Последние 2 недели, наверное, вот жара была очень сильная. До этого все остановилось, на огороде ничего не росло. В рост пошли кабачки, вот, да? Что удивительно, уже кабачки-то они должны всегда урожай давать. В этом году они маленькие, только-только в рост пошли. Есть кабачки, но они маленькие совсем. Вот. У других вроде как и есть даже, у нас что-то припозднились. Так, этот зеленый лук Маша немножко, наверное, себе заморозит, потом свежинкой, и потом еще отправим в город. Вот. И Маша будет убирать лук у нас. Что у нас здесь? Свекла, вроде как нормальная свекла. Укроп пора убрать. Давно уже пора убрать, просто Маша работает, да никогда было не до кучи. Морковь вроде как тоже. Что-то ботва у моркови. Ну вот, как бы есть. Но не знаю, какая морковка. Даже не пробовали, не посмотрели еще. С картошкой. Что с картошкой? Вот с картошкой у нас сначала от жары. От жары она поблекла. Вроде бы еще ботва есть, но она уже все. Такая уже с черными листьями. Короче, вот там посередке, наверное, видно, клумбочка где-то есть. Вроде как, не знаю, на камеру как там показывает, там вроде вот зеленые участки такие, клумбочки. А в остальном вот такая ботва уже. Я смотрел у других, она там уже у других где-то зеленая, где-то уже вообще черная, как бы, ну, как фитофтора уже. Вот. Но это у нас от жары какая-то стала, ну, вроде бы и зеленая, бледно-зеленая. Вот. Ну, уборки урожай вроде как в этом году я вот не показал, 2 августа, но мы пробовали где-то некоторые картофелины намного больше уже куриного яйца. В среднем как куриное яйцо. Ну, до уборки еще месяц, хороший месяц, и картошка это будет однозначно, 100%. Смотрите, какая у нас в этом году кукуруза маленькая, вообще ужасная. Но початки есть, там есть пару початков, конечно, но я думаю, с этого толку мало, с этой кукурузы мало толку будет. Наверное, не будем угощаться в этот год. Ну вот, Маша пришла, жарко на улице, она переоделась за что-то. Хоть немножко примерно покажи, какой размер лук. Ну-ка, издалека. Ну вот такой средненький лук. Не крупный, но... Червивый нет. Есть тоже немножко, да. Ну, Раиса, она-то и сестра вот моя выкопала, лук убрала уже и говорит, очень много червивых. Очень. Ну да, еще бы, наверное, дня 3 подержать, уже еще катастрофа будет. Ничего еще не убрали, первое, что есть, лук. Ну, огурцы, помидоры кушаем, а вот лук убираем уже все. Ну, пора. Укроп бы да, убрать. Он уже что-то, я смотрю, да, он уже перерос, да? А Раиса убрала укроп? Есть, тоже еще есть. У меня где-то вишенки были, не знаю. Надо попробовать угоститься вишенками. Северной вишней. Луком пахнет, Маша, свежим луком.
Там еще осталось. Ну, средний такой, не крупный лук. Для нас пойдет. В самый раз. Давайте. Ну да. Для нас пойдет, для нас хватит. Но гнилых тоже есть. Тоже гнилые много, да? Гнилые тоже. Хватает. Ну, что потом поделаешь? Жарко сейчас. И если сейчас не убрать, то вообще будет катастрофа. Правильно говорю? Ну, до 10-го вроде бы как лук убирают. Тучи-то ходят, да. Сюда расположились, а шипер хотя бы приготовить или что ли? Давай пушка. А, занесешь потом, да. Чё нет-то? Смотрите, какие тучи-то. А, не обманула я уже, вон. Вот запросто. Жара 27 градусов на улице, 27, 28, наверное, может еще 30. И тучи ходят такие. Ну и лук сюда сушиться поставили. Так, царство, государство, личное пространство у Марии Олеговны. Тут я очень, как говорится, на слабых правах, или как правильно сказать, на жиденьких правах. Но я поснимаю все так. Висят помидоры. Вот, Мария Олеговна. Висят. Но вот кто-то созревает, кто-то не созревает. В большинстве не созревает, конечно. Вот помидорчики висят. Их очень много. Вот этот сорт карамелька. Очень вкусный сорт. Очень нам полюбился этот сорт. Мы даже вот консервированные помидоры-то и не очень любим. И поэтому и сажаем вот большинство вот эту карамельку там. Черри. Черри, наверное, в этом году, я смотрю, да нету. Вот. Их очень много там. Дальше и дальше. Поэтому ряду. Вот. Маша уже заносила там коробки, чтобы созрели. Под диван засунули в темное место в коробке. Ну и огурцы каждый день заносит там ведерко. Для засолки, да что да. Я тоже что-то засолку эту не снимаю, потому что, ну, простая засолка-то что-то уже раз показывали там. Я в этом году тоже не очень стараюсь снимать. Огурцы есть тоже. В этом году все нормально с этими. Огурцы висят. Каждый день Маша заносит. На завтрак, на обед, на ужин, как говорится. Но я больше всех люблю вот эти помидоры. Они не кислые, они сладенькие такие, отдают вкусно. Потому что кислые я когда кушаю, что-то мне не подходит. Мой желудок не принимает. Поджелудочные. А так нормально. Вот это царство, государство, как говорится, отдельный мирок такой у Маши. Небольшое включение с хоздворика. Так, тут песочек. Вон щебень, друзья, прикупил. Тут сказали, такая гора, 2,40 фракция, щебень. Обошлось доставкой 67 тысяч. Вот. Щебень вот на эту дорогу, потому что осенью, и вы сами видели, ну, наверное, не хватит его. Ну, на дорогу, чтобы выехать, и вот этот участок. Но сюда, наверное, этот участок уже не хватит. Вот эту дорогу будет делать нормально, как все правильно. Материал прикуплял. Брус, доски. То все остались. На следующий год, вот сейчас в этом году высохнут. Там укрою, все сделаю нормально. Место положу. На следующий год, наверное, скорее всего, для бани, для крыльца мне пригодятся эти доски. Все. Ну, щебень, конечно, дорогой, ужасно. Не сам щебень дорогой, доставка очень далеко доставлять, и получается, что дорого. Вот такой щебень. Не крупный. Потому что для коляски крупный мне не нужен. 2,40 фракция вот такая. Нормально как раз будет. 20-40 вернее. Посмотрим, как я дорогу смогу. Ну, мне обещали помочь, конечно. Посмотрим, как получится. Взял свою умочку,
И поехал я к речке. Где-то там шлепает. Я не вижу даже, что я снимаю. Где-то там он бегает, шлепает. Ну чё? Давай иди, пошлепай по воде. И ромашка белоснежная, умочка. Она любит там шлепать по воде, пускай пошлепает. Мелководье, и там она шлепает, бегает. Жаль, вот эти кустарники подросли и не могут заснять там. Вот такая красота. Солнечный день. Возле речки. Кулики да чайки кричат. Ну, хорошо. Ну и Умка давно уже не резвилась. Пускай походит. Ей полезно. Главное, чтобы приступ не начался в воде. Вот. Речка Нившера, кто первые зрители, кто гости канала. Это речка Нившера, Республика Коми. Маленькая речушка, высохла вся уже. Сначала был период такой засушливый, холодный, потом засушливый, жаркий. Вот. Да не поеду я никуда. Она боится, что я оставлю ее. Не поеду, иди давай, иди. Иди пошлепай еще. Иди пошлепай еще, Умка. Иди. Иди пошлепай. Не оставлю я тебя, не бойся. Да, Умка? Иди. Я тебя выгуливаю, ты меня выгуливаешь. Где-то прочитал такую фразу, что еще неизвестно, кто кого выгуливает. Умка меня или я ее. Вот. Такой. Ой, как хорошо здесь на речке, друзья. Вообще замечательно. Замечательно. Тут, правда, вот тут обрыв-то начинается. Я сижу на краю. Вот. Ну, красота. Такая гулька у нас с сумочкой. Ветер поднялся. Давай, спустилась еще пошлепать. Пускай пошлепает, и мы потом дальше поедем. Заехали такой пихтовый лесок, тут тень. Все, Умка гуляет, тут и прохладно, и для меня тоже. Ну, посмотрите, как прошлый год белые грибы. Такой участок здесь, такой пихтовый лесок, где можно мне на коляске проехать немножко. Но белых грибов нету, поэтому это все быстренько мы сюда выйдем. Да, Умка? Умка такая устала. Ну ничего, вся грязная. Гуляла сначала в болотной тени, потом по речке. Вся грязнущая такая. Добралась. Так. Ладно, выйти надо на дорогу с этого леска обратно. О, такие деревья. Смотрите, какие. Шапка падает. О, какие деревья здесь. Любую жаркую погоду здесь очень такой. Это самое. Тенек такой, прохлада, и вот эфирные масла этой пихты очень я люблю. Вот это прям вот как будто что-то легкие открываются, как-то дышат по-новому. Лучше, что ли. Ладно, выйдем в лесок и домой потом, друзья. Маша уже убирает укроп. Он уже там поле чистенькое все. Это еще укроп остался чуть-чуть, но он
она оставит там на консервирование этот укроп, зонтики, несколько штук там. Сколько рядов, то 2 ряда и 1 ряд оставишь. И ломает укроп. Укроп мы будем этот в основном сушить. Раньше тоже замораживали. Сейчас сушилка, ветерок и сушим. Маша говорит, что это замороженное не едим. Она говорит, прошлогоднее еще осталось. А так вот сухой. Я, знаете, друзья, я очень много пью этого укропа. Делаю заварку, как чай, и пью. Иногда даже 2 стакана в день выпиваю. Завариваю, как чай, стаканчик. Потом заваривается, выпиваю. Потом 2-й раз туда же кипяток наливаю. Немножко к вечеру постоит, опять настоится и опять выпиваю. Просто выпиваю и все. Маша улыбается, значит все в порядке. Да, Маша? Да. Маша улыбается, значит все в порядке. Или будет в порядке. Так, заносим сушилку. Сушилка ветерок, но она у нас маленькая. Надо, конечно, побольше. Мы обычно, когда ягоды сушим, берем... Что берем? У дяди Вани. У дяди Вани 2 раза больше вот этой сушилки. Тоже ветерок называется, но 2 раза больше. Очень хорошо зарекомендовала себе вот эта сушилка. Тут сушим грибы, ягоды, лекарственные травы. Вот укроп тот же самый. Можно сушить все, что, например, виноград, там, изюм. Мы сушим чернику, голубику, что еще? Грибы. Что еще мы здесь сушили-то, Маша? Грибы прекрасные, вкусные, ароматные получаются. Вот. Ну тут, наверное, у нас сушилка маловато будет для нашей вот пакетик там укропа. Там, Кукушка здесь. да, 2 раза. Но, знаете, укроп, он быстро сушится. Ну и я думаю, вот, наверное, через... Завтра утром это точно-то, и это уже точно будет сухо. Ну, думаю, даже через часа 4, наверное, это уже будет сухое все. Не измерял точно, просто мы никогда не меряем, сколько это сушится, а просто включаем и проверяем по готовности. Чернику, например, очень долго сушим. Наверное, дня 2. 2 дня сушим. И вот что порекомендовано, там по рекомендации написано, там, например, температура такая-то для таких-то ягод, для таких-то грибов или еще. Мы всегда уже заметили, что мы всегда надо, ну, в общем, надо включать побольше температуру. Если меньше включаем, то это очень долго. Сушилка ветерок, друзья. Это не реклама, это просто говорю. Я не оставляю никаких ссылок, где покупали и что брать. А, это нам подарок, да, Вали? Угу. Это Раиса Ивановна нам подарок покупала. И, кстати говоря, что у дяди Вани сушилка побольше. Точно такая, но диаметром побольше 2 раза. И она тоже, дядя Ваня тоже дарила Раиса Ивановна. Сверху там крышечка, там показано, при каких температурах сушить какие ягоды вам. А это такая штучка, это, Частный попал. да, в этот, какое время, чтобы не забыть. А мы не смотрим, туда не вставляем. Виноград, яблоко, груши, цветы полевые, там ромашка, вот это лекарственные растения, грибы, горох бобовые. Вот. Хорошая штучка. Вообще помогает. Печку не надо топить, друзья, знаете, а когда в жара и печку топить, раньше как, чернику сушить, печку топить надо. Грибы сушить, печку топить надо. А в жару ужасно, ужасно. Устала, Маша? Да. От жары устала. От жары, да. От жары устала. Пригласил Машу, друзья, вишенку попробовать. Я ни разу, мне 52 года, да? Я ни разу вишенку не попробовал. Прям сними, я хочу показать. Не хочешь снять? Ог,
То есть я бараш уйдя кур. А, ну хорошо, тогда не снимай. Ну, тут у нас прикрыто от птичек вишенка. Первый раз со своего дерева пробую вишенку. М? Такая кислятина. Ой. Друзья, вот так если... Давай на второй глаз. Я так-то кислое люблю. Еще второй попробую. И все. Вот. Первый урожай. Прошлый год 10 штук было. Вот это да. Северная вишня. Ну, мягкая и сочная такая уже. Да. Прошлый год это самое 10 штук всего было. 10 штук. В этом году я смотрю и побольше считать не буду. Прошлый год 10 штук было этой вишенки. Все это самое ждал, когда созреет. Уже красненькие были. Хотел попробовать. А потом раз. И один прекрасное утро вышел посчитать, а их нету вообще. Вот сорока или там вот сорока, наверное, или вот эти галки, это все нас едят. Этот год вот укрыли и сохраняется. Вот так. Ну что я хотел-то показать? Показать хотел лук, что Маша, ну, помидорчики показал там, растет, цветет, как говорится, и краснеет, но не так созревает, как бы нам хотелось. Карамелька созревает, а вот кругленькие большие помидоры, они обычно созревают у нас в коробке под диваном в темном месте. Вот так. А на то, что на груд открытый сажали в этом году помидоры, они в этом году такое лето мерзкое было, вот две недели всего жара. Они вначале уже погибли, этот куст погиб, и когда на грунте сажаем, всегда зреют помидоры. Так видишь, да? Они греют, созреют, успевают созреть. Или солнца хватает, или что ли. А вот теплица вроде бы тоже светло и тепло, а нет, не созревает, не хватает что-то, наверное. Кто-то кладет там яблоки. Маша в этом году, наверное, не клала еще яблоки. Прошлый год ложили яблоки тоже. Ничего так вроде так не очень-то и помогло. Вот. Угощаемся горохом, угощаемся помидорами, угощаемся огурцами, вишенку попробовали. Хочется еще свеклу да лук дернуть, посмотреть какой. Ну, это предварительно. И картошку еще охота показать. Не знаю, Маша мне поможет в этом или нет. Если поможет, то, конечно же, покажу еще. Вот. Ну, скорее всего, поможет. Ну, конечно, рано еще для моркови, что убрать, но я хочу примерно показать. Ну-ка, так нормальная. Средняя морковка, самая вкусная. И свеклу еще. Какая она уродилась. А, это мелкая. Свекла мелкая, но и еще расти. Но у Раисы Ивановны крупная была. Там, наверное, вот здесь, вот в этом рядочке покрупнее есть. Вот потому что по ботве покрупнее. Ну, больше не срывай, наверное. Хватит. Все потом уже. Ну и картошку бы еще показать. Я сюда залазить уже не буду. Какая средняя картошка у нас? Ну, вот такая картошка. Не очень мелкая. Ну, можно сказать, семенная картошка такая у нас сейчас. Этой картошке еще месяц расти. Вон такой урожай. Такая зарисовочка получилась. Там-сям. Что у нас здесь происходит? Живы, здоровы. Спасибо, кто пишет, что мы переживаем за вас. И ну, то, что действительно интересуется нашей семьей. Очень приятно. С вашей стороны и нам с Машей приятно. И любо, как говорится, читать вот такие сообщения. Но думаю, все наладится. Скорее всего, наладится. Но не может же быть всегда черная полоса. Так уже немножко уже
посерее стала. Не черная полоса, а уже более такая серая полоса. И скоро, думаю, и белая полоса у нас настанет. И все у нас будет хорошо. Ну, а на этом мы с Машей заканчиваем и говорим всем пока. До новых встреч. Маша продолжит. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. До новых рассветов. Встречайте рассветы. И пускай они всегда будут добрыми. Всем пока.